Зима в этом году выдалась в Республике Коми, не обошлось без сбоев в коммунальной сфере. Отвечая на вопросы жителей Коми, глава региона Владимир Уйба рассказал о проблемах с прохождением отопительного сезона, которые коснулись разных муниципалитетов. Во время сильных холодов люди мерзли в своих квартирах. В этом году погода показала, что такое жить на севере. Действительно, это были такие очень тяжелые месяцы. По сути, морозы не отступали до последних чисел марта, до середины марта. Морозы были за 30. И коммунальные службы ЖКХ работали, не покладая рук, по сути, в круглосуточном режиме. Коммунальные системы действительно иногда не выдерживали таких длительных холодов. Несмотря на это, я хочу сказать, что все-таки холода мы пережили, несмотря на то, что были инциденты. На самом деле, с начала года в республике по системам тепла, вода, газа, электроснабжения произошло порядка 250 инцидентов. И больше всего, конечно, по системе теплоснабжения и электроснабжения. Продолжая тему жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Уйба рассказал жителям Коми о строительстве станций водоочистки, водозабора и водохранилища в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Также ремонтируются и приводятся в порядок многочисленные объекты за счет программы «Народный бюджет». Глава Коми напомнил еще об одном проекте и запуске единой онлайн-платформы для голосования на портале za.городсреда.ру. С 26 апреля по 30 мая состоится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства, в котором могут принять участие все жители региона старше 14 лет. Действительно, в республике проводится большая работа по информированию жителей об этом проекте и о том, как можно в нем поучаствовать, проголосовать. То есть, если мы говорим о комфорте, уюте, то понятно, говорим о населенном пункте, то понятно, что лучше всего знают, как это сделать, как что-то обустроить или что-то построить жители населенного пункта. И тут очень важна позиция каждого человека, именно поэтому и мы и говорим, что нужно проинформировать, то есть создать понятную историю, о чем этот проект, зачем он, какова роль каждого человека с тем, что это не просто чье-то решение, это как раз решение и желание, и активность каждого жителя улучшить жизнь своей семьи, своих земляков. В реализации федерального проекта участвуют населенные пункты, где население свыше 1000 человек. У нас таких населенных пунктов в республике 46, и в их число входят как города, так и сельские поселения. По правилам голосования сначала проходят предложения для благоустройства территории, проходят общественные обсуждения, а уже потом как раз выбранные общественностью проекты выносятся на голосование. И, например, в прошлом году на средства проекта в республике было обустроено 215 территорий на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Это средства муниципального, республиканского и федерального бюджетов. И очень значимые проекты для городов, сел, для жителей. Например, в Ильгарте была благоустроена центральная площадь, в Ухте это Октябрьская площадь, в Печоре парк Победы, в Усть-Цильме сквер имени Батманова. И получилась такая очень красивая и уютная территория для прогулок, отдыха, для того, чтобы люди могли прийти и где-то провести время с семьей. В планах 2021 года благоустроить 137 территорий, это дворы, общественные пространства, и выделяется на это тоже достаточно крупные деньги, большая сумма, более 440 миллионов рублей. Что касается новшества этого года, касается оно городов, и пока только городов, запуск единой онлайн-платформы для голосования. Название этого портала za.городсреда.ру.
И здесь будет размещена информация как раз вот о объектах, которые планируется обустроить. В этом году в сети интернет смогут проголосовать жители 7 городов республики. Это Сыктывкар, Ухта, Усинск, Инта, Воркута, Печора и Сосногорск. Сроки голосования будут единые по всей стране с 26 апреля по 30 мая. В голосовании могут принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. То есть тоже такое новшество. Объекты, которые наберут большее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. И вот здесь я считаю, что очень важно проявить активность и голосовать. Потому что кто-то скажет, что мне это там неинтересно, ну и эта территория будет благоустроена не у нас, а где-то в соседнем регионе. Поэтому здесь активность жителей получение средств и благоустройство территории. Вот теперь про волонтеров. Действительно, волонтеры где в этом проекте? Они, как всегда, помощники. Будут помогать жителям и будут работать во всех крупных торговых центрах, в МФЦ, объектах культуры, общественных местах. Ну и в республике мы планируем набрать более, или так скажем, не менее 100 добровольцев-волонтеров. И вот они как раз будут продвигать этот проект, и информировать граждан, как я сказал, уже помогать. И также через волонтеров может зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона. Поэтому все, что называется для вас, дорогие жители республики, главное ваша активность и вот такая и позиция активная, и голосование, с тем, чтобы эти средства пришли в республику. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Республике Коми стабилизируется. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Коечный фонд для больных COVID-19 сокращается. Коми республиканская клиническая больница готовится к приему плановых пациентов. Коми республиканская больница возвращается к прежнему штатному режиму работы. Решение взвешенное, решение не преждевременное. И текущая эпидситуация позволяет нам задействовать под борьбу с ковидом медицинские учреждения, те, которые нам необходимы, и постепенно переводить в обычный режим такие многопрофильные больницы, как Коми республиканская клиническая больница. Кроме этого, с марта этого года возобновлена работа выездной бригады станции переливания крови. Тоже очень важное задание. И задача, кровь нужна, запасы сокращаются, поэтому нужно будет пополнять. Но понятно, что забор крови ведется тоже с соблюдением, самым строгим соблюдением всех санэпидтребований. С января этого года возобновила работу диагностическая поликлиника выездная, и специалисты в январе-феврале уже поработали в 4 муниципалитетах, районах. Это Усть-Вымь, это Троицко-Печорск, Ижемский район и Вуктыльский. А что касается Коми республиканской клинической больницы, сейчас там проходит санитарная обработка всех отделений, кроме нейрохирургии, хирургии, травматологии и реанимации. Эти отделения будут отмываться после 20 марта. Но к апрелю месяцу мы планируем всю больницу отмыть и перевести ее уже в штатный режим работы и начать прием пациентов. Конечно, мы неоднократно говорили о том, что нам не хватает специализированных отделений именно в Коми республиканской больнице, поэтому очень многие пациенты ждут именно плановой медицинской помощи. Теперь по коечному фонду. Значит, мы сократили коечный фонд, я тоже об этом уже говорил. Сегодня у нас коечный фонд составляет 991 койка. Сократили мы 1305 коек с начала 2021 года. Это, в общем, очень серьезно. Но при этом мы четко совершенно понимаем, если вдруг будет ухудшение эпидемиологической обстановки, то мы очень быстро, сроки для нас сейчас это несколько дней, мы снова можем дополнительно развернуть порядка 1000 коек. То есть в этом смысле мы сейчас научились как это делать. Поэтому, уважаемые жители, не волнуйтесь, идут разговоры о каких-то еще подъемах там, весенних.
Мы прекрасно оцениваем ситуацию, знаем, понимаем ситуацию и в случае необходимости дополнительные койки развернем. Теперь по вакцинации. По вакцинации мы идем достаточно хорошими темпами. К нам поступило чуть более 31 тысячи доз вакцины. Действует 25 мобильных пунктов вакцинации и 109 прививочных бригад. Организована работа по подвозу жителей из труднодоступных и удаленных населенных пунктов к местам вакцинации. И по вопросу иммунопрофилактики против COVID-19 обученные медработники, большой отряд, 560 медицинских работников специально для вакцинации. Есть особенности, поэтому мы подготовились. Особенно отмечу, что один из таких приоритетов – это люди старшего возраста, 60 лет и старше. В Республике Коми продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Специалисты контролируют ввоз и вывоз за пределы карантинной зоны свиноводческой продукции непромышленного изготовления. Работа проводилась очень оперативно. Мы, поскольку впервые в республике столкнулись с этой карантинной инфекцией, мы обратились за помощью к коллегам, которые в Калужской области, которые уже имели опыт работы с тем, чтобы не изобретать велосипед, но и чтобы как можно быстрее локализовать очаг. Хочу сказать, что очаг мы локализовали в самые короткие сроки. Даже по оценке тех субъектов, где уже не раз сталкивались, они нам поставили очень хорошую оценку. И на сегодняшний день зараженные животные и животные из очага изъяты и ликвидированы. Проведена дезинфекция в местах, где содержались заболевшие животные. Все мероприятия проведены согласно ветеринарному законодательству. Сейчас Минсельхозом республики проводится работа по организации выплатам гражданам и организациям, у которых были изъяты животные. Все абсолютно получат компенсацию, документы, у кого были изъяты животные, принимает Минсельхоз Республики Коми. При этом, вы абсолютно правильно сказали, режим ЧС по африканской чуме свиней в республике продолжает действовать. Россельхознадзор совместно с МВД республики продолжает проводить досмотр автотранспорта. Для чего это делается? Это контролируется ввоз и вывоз за пределы карантинной зоны свиноводческой продукции непромышленного изготовления. Сам факт появления этого заболевания у нас в республике повлек за собой, так скажем, несколько негативных таких моментов. Первый – это опасения жителей, находящихся за пределами карантинной зоны, что у них тоже могут начать изымать животных. Официально заявляю, что все мероприятия по изъятию животных завершены и в республике, и за пределы карантинной зоны никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет. И второй, это касается фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, которые занимались в карантинной зоне разведением свиней. По карантинному законодательству ветеринарному в течение года на этой территории нельзя заниматься разведением свиней. Вирус очень живуч, и поэтому этот год, это не случайно время, когда циркуляция вируса прекращается. Поэтому можно заниматься разведением любых других животных, курицы, пожалуйста, гуси, овцы. То есть те животные, которые не подвержены именно вирусу африканской чумы свиней. Владимир Уйба рассказал о решениях, принятых на стратегической сессии лесопромышленный комплекс Республики Коми. Стратегическая сессия начал с того, что просто получение ПИП, когда мы приоритетный инвестиционный проект, но в результате этого, на конце этого ПИПа доска, это вчерашний день. Это меня совершенно, как главу региона, не устраивает, и эту задачу я и передал нашим всем лесозаготовителям и лесопромышленникам. Нас сегодня интересуют высокомаржинальные продукты. Это клееный брус,
Это из этого клееного бруса домокомплекты, и не только домокомплекты, это могут быть и комплекты для социальной сферы, и социокультурные центры, и ФАПы и так далее. Это мебель обязательно, и, конечно, все, что связано с мебельным щитом и так далее. То есть, вот, как я уже сказал, все это конечный продукт. Важным предложением в рамках сессии это стало создание особой экономической зоны. И уверен, что вот эту мы инициативу сейчас вынесли, как я уже сказал, и в Минэкономразвитие, и в Минпромторг. Эту инициативу по созданию особой экономической зоны федеральный центр поддержит. Для нас это очень важно. И в рамках сессии мы также обсудили вопросы кадрового потенциала, тоже крайне важная тема. Наши ребята сегодня, заканчивая наши колледжи, институты, уезжают в другие субъекты. А нам нужно создать среду и создать условия, при которых они будут оставаться и работать в лесопроизводстве все-таки внутри республики. Было очень много партнеров, и партнеров в том числе и зарубежных, которые рассказали об очень интересном опыте. Например, мы засаживаем сегодня делянку хвойными породами, да, а в Канаде, например, делянку засаживают сегодня быстрорастущей осиной, потому что через 10 лет эту осину можно уже снова брать в производство для изготовления бумаги и целлюлозы. И когда таких вот делянок 10, то получается, что та делянка, которая была засажена 10 лет назад, и первая, которая засаживается в этом году, идет такой непрерывный цикл. Это очень здорово, потому что почва не выветривается, постоянно шумит подрастающий лес. И самое главное, мы используем эту древесину по назначению. То есть еще один, самый главный принцип, который мы на этой стратегической сессии обсудили, новому любому ПИПу безотходное производство. Ни одного грамма дерева не должно уходить в отход. Недавно глава Республики Коми принял участие еще в одном важном пленарном заседании «Туризм. Новое открытие Севера», которое состоялось в рамках первого туристского конгресса регионов Севера. Очень важное мероприятие. Я уже неоднократно говорил и абсолютно в этом уверен, что туристический бизнес, именно бизнес и туризм, это такой же приоритет в развитии экономики, как, допустим, вот то, о чем мы говорили, там, лесопользование. И единственное, нужно понять, что туризм – это очень интересная и важная тема для развития региона. И, по сути, мы вот на этом первом конгрессе таком туристическом обсуждали именно это, тем более, что он прошел через год, ну, по сути, вот после того, как все были мероприятия такие публичные, закрыты, и все общались в режиме ВКС, и все сказали, все, кто приехал, сказали, что, конечно, общение прямое, глаза в глаза, это совершенно другая история, это и настрой другой, и климат совершенно другой, и результаты, самое главное, да. Так вот, отмечу, что у нас одно из таких серьезных и ответственных решений, которое было принято на этом конгрессе, это что в год векового юбилея Республики Коми мы станем переходящей столицей межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России». Что это такое? Это сегодня этим переходящим таким серебряным ожерельем владеет Ленинградская область, причем идея в том, что мы через народное голосование, опять же, определяем город, который у всех вызывает такую симпатию и который действительно как туристическая Мекка становится столицей серебряного ожерелья. Да. И вот мы эту работу будем проводить с тем, чтобы в августе, как раз к столетию Республики Коми, такая у нас новая столица, именно туристическая столица, это вовсе не значит, что это будет, там, например, Сыктывкар или какой-то другой крупный город, это может быть как раз место, да? Место, да, сельское поселение, место, которое действительно вот является таким привлекательным и имеет все характеристики вот такого туристического места. Подчеркну, что проект «Серебряное ожерелье» охватывает 11 регионов северо-запада. Это, в общем, такая привлекательная, очень серьезная команда собралась. Проект реализуется уже 9 лет.
То есть это не новорожденный, уже такой подросший ребенок. И самое главное, что мы на вот этом форуме сказали, почему, например, Республика Коми интересна и чем она интересна. Вот определили таких 10 мест, которые человек, узнав и приехав в республику, и хотел бы приехать еще и не один раз. И вот это самое главное. Кроме того, мы собирали такой пул федеральных и северо-запада журналистов и договорились о том, что мы будем через СМИ как раз рассказывать о наших проектах и, в частности, например, выступили с предложением стать региональным партнером или регионом-партнером международного фестиваля «Интермузей-2021 год». И еще, что очень интересно, кроме обычных видов туризма, да, ну, мы знаем, стандартных таких, да, музейный туризм, там, природный туризм и так далее. Мы еще открыли для всех, для наших гостей, что у нас есть в республике 2 уникальных туризма промышленного направления, которых больше нигде нет. Да не только в северо-западе, а и в России-то, может, нет. Например, у нас в республике мы можем показать, как из срубленного бревна рождается лист бумаги. Вот полный цикл промышленного туризма. Это очень увлекательно. И на самом деле это на сегодня еще так мало открытый вид туризма, а он может иметь очень хорошую аудиторию и точно совершенно будет иметь. Или второй туризм, когда из пластиковой бутылки рождается нетканный материал. Ну просто нет больше вот ни одной территории в России, я это подчеркиваю, где 2 вот таких промышленных направления, 2 видов промышленного туризма можно показать от начала до вот готовой продукции, да, до бумаги, либо нетканный материал, который мы тоже используем каждый день, просто мы это, может, не замечаем, но садясь в салон автомобиля, да, каждый день, или автобуса, там везде эти нетканные материалы. Поэтому я думаю, что мы как раз заложили очень хорошую основу для тех, кто и был на этом конгрессе, и люди, вот все, которые поехали и повезли с собой информацию о Республике Коми, что точно совершенно эти люди захотят приехать в Республику Коми и открывать для себя все новые и новые грани вот, алмаза, которым является наша республика. Уважаемые жители республики, на сегодня это все вопросы, я так понимаю. Да. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, будьте здоровы и до новых встреч.